холле столичной гимназии «Марем» царит рабочая атмосфера. Речь сегодня не о преподавателях, а о строителях. Здесь проводят капитальный ремонт. Все для того, чтобы привнести новые краски и уют в учебные часы. Подрядная организация «Строй Монолит» приступила к делу накануне, и пока можно наблюдать лишь монтажные работы. Сейчас идет демонтаж. Все, что старое, все снимаем, идет демонтаж. Планируем все заново отшпаклевать, побелить, заменить электрику, слаботочку всю, пожарку всю заменить, вентиляцию заменить. Говоря о планах строителей, важно подчеркнуть самые главные грядущие изменения: замена кровли, инженерных сетей, обновление фасада и классов. Полы будут меняться все, двери, окна, крыша, все эти работы будут меняться. И частично фасад тоже закроем. С внешней стороны предполагаются какие-либо изменения? С внешней стороны фасад. У нас, в принципе, фасад здесь красивый, нормальный фасад. То, что надо заменить, мы заменим. То, что надо обновить, обновим. Крыльцо обновим, там ход, подвал, все это обновим. То, что надо. И брусчатка, которая местами, где вот упала брусчатка, тоже демонтаж, монтаж будет, выровнять все. 3 этажа, да? Да, 3 этажа все будет сделано. Также обновят классную мебель вместе с компьютерной техникой. Конечно, это не может не радовать руководство гимназии, ведь все это делается для детей. В ходе капремонта запланированы замена кровли, сантехники, кафеля, полностью заменят электропроводку, обновление компьютерной и офисной техники, обновление мебели. Вот такие работы планируются. У нас страдала, да, сантехника? Да, очень. Да. Нам обещают полностью заменить сантехнику. Ход строительства новых общеобразовательных учреждений и капитальный ремонт уже имеющихся держит на постоянном контроле глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов. Директор Баршара, она не могла сдать эту школу, принять. Понимаете? Гимназию «Марем» открыли в 2001 году. Школа построена на средства известного ингушского мецената Микаила Гуцериева и названа в честь его матери. Еще в начале августа прошлого года здесь провели капитальный ремонт за счет благотворительного фонда «Сафмар». Тогда отремонтировали отопление, заменили трубы, обновили полы и потолки. С капремонтом также не будут тянуть, заверили строители. 1 августа по графику объект будет готов к новому учебному году. Адам Мережков, Султан Магушков, Магаз 24.